Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, уважаемые жители Гагаузии, мы сегодня пригласили всех на встречу, чтобы проинформировать о результатах сотрудничества и о результатах сотрудничества в рамках соглашения, которое заключено между Гагаузией и Санкт-Петербургом. С 22 сентября по 26 сентября состоялся официальный визит Башкана Гагаузии Ирины Федоровны Влах в Петербург. И в рамках этого визита 23 сентября у нее состоялась встреча с губернатором Санкт-Петербурга господином Полтавченко. В результате переговоров между лидерами регионов были достигнуты договоренности о сотрудничестве в нескольких плоскостях, в нескольких областях. А именно в рамках экономического сотрудничества было достигнуто соглашение об участии гагаузских предпринимателей в рамках программы импортозамещения на территории Российской Федерации, а именно на территории Питерской области. В рамках экономического сотрудничества всем предприятиям Гагаузии было предложено участвовать в программах импортозамещения, участвовать на площадках, которые организованы в Санкт-Петербурге для презентации своей продукции. И ряд гагаузских предприятий откликнулись на эту инициативу, на это соглашение и участвовали в 5 площадках, которые были организованы в рамках Петербурга как города и в рамках области в том числе. Также между губернатором Санкт-Петербурга и госпожой Башкан Ириной Федоровной было достигнуто соглашение и о сотрудничестве в социально-культурной сфере. В рамках социально-культурных мероприятий у нас в Гагаузии были организована официально культурно-деловая миссия, и ряд врачей из Петербурга приезжали на территорию Гагаузии, осуществляли прием граждан. Также были выступления на наших сценах, на площадках Гагаузии. Кроме того, в рамках культурно-деловой миссии запланирована в июне месяце организация Дней Гагаузии в Санкт-Петербурге. Мы планируем это мероприятие провести в начале лета, 3-дневное. Это будет продолжение соглашения о сотрудничестве в рамках социально-культурных мероприятий. Также между господином Полтавченко и Ириной Федоровной была достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Все уже, наверное, знают, что вчера эти договоренности уже воплотили в жизнь, и гуманитарная помощь, дар от губернатора Петербурга, от Петербургской области, вчера доехали до Гагаузии. Мы вчера их официально получили, растаможили, и на завтра готовим мероприятие по вручению данного дара от Петербурга. В рамках дара от господина Полтавченко на прошлой неделе прибыл 1 большой груз, вчера еще 5 больших грузов, и они укомплектованы различными спецсредствами, необходимыми для региона, необходимыми для Гагаузии. В том числе в комплекте находится 24 погрузчика марки Бобкат, также пожарная помощь, 3 машины скорой помощи, также 9 комплектов медицинского оборудования, в том числе и наркозные аппараты, фиброколоноскопы, пульсикометры и ряд другого очень важного для региона оборудования, которого до сих пор не было в больницах, в районных больницах ни Чедерлунги, ни Вулканеш, ни Камрата. Также были получены инвалидные коляски немного ранее, где-то 2 недели назад, инвалидные коляски, слуховые аппараты. Поэтому завтра исполком Гагаузии во главе с Башканом Гагаузии готовит официальное вручение данной гуманитарной помощи. Оно состоится на площади муниципии Камрат. Мы приглашаем всех жителей автономии поучаствовать в этом мероприятии. Приглашаем всех жителей автономии, потому что гуманитарная помощь распределена таким образом, что каждый населенный пункт автономии получит в дар от Петербурга что-либо. Где это погрузчики, где медицинское оборудование, где инвалидные коляски. То есть все населенные пункты Гагаузии охвачены, и мы готовы завтра к вручению. От лица губернатора Санкт-Петербурга господина Полтавченко к нам в регион приезжает вице-губернатор господин Мовчан, который уже знаком с Гагаузией, который был у нас в рамках культурно-деловой миссии в Гагаузии. И в 10 часов будет начало мероприятия. Оно будет сопровождаться, конечно, праздничным концертом, чтобы было веселее и интереснее. Поэтому приглашаем всех поучаствовать в мероприятии.
Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот спецтехника, она новая или все-таки поддержанная, бэушная, вот именно в рамках гуманитарной помощи? Вся спецтехника, которую мы получаем, вся она абсолютно в пределах срока, в пределах срока, допустимого к ввозу в Республику Молдову. То есть есть ограничения по срокам годности, и согласно законодательству Республики Молдова есть сроки, которые запрещены к ввозу. Вся техника, которая прибывает, она в пределах срока использования, вся она годна к использованию, много техники новой. Например, скорой помощи Форды, они 2015 года изготовления, скорой помощи УАЗ, они модели 2014 года, но тоже новые. Пожарная помощь, она имеет несколько лет эксплуатации, 2008 года изготовления, но срок ее эксплуатации позволяет ее еще эксплуатировать много-много лет, и это, опять же, оговорюсь, что в пределах норм, допустимых к ввозу. Медицинское оборудование абсолютно все новое, поэтому я думаю, что гагаузы, мы, в том числе, наши больницы, наши примарии, все будут еще много-много лет пользоваться этой техникой и благодарить Петербург за оказанный дар. И скажите, пожалуйста, известна ли общая сумма гуманитарной помощи? То есть оценена ли она в денежном выражении? Она, конечно же, оценена, но оно все имеет ценовое значение, и завтра при вручении эта сумма будет озвучена. Потому что вручать ее будет, еще раз повторюсь, вице-губернатор, который, соответственно, озвучит стоимость всего гуманитарного груза. Олеся Федоровна, какой принцип был в основе распределения данной гуманитарной помощи по населенным пунктам Гагаузии? Основной принцип, который использовался, первый, это, конечно же, охватить все населенные пункты Гагаузии, это первое. И второе, оценить потребность. Потребность в данном случае особенно касается медицинского оборудования, потому что у нас есть 3 районные клиники на территории Гагаузии, 3 районные больницы. Каждая из них имеет разные аппараты для диагностики заболеваний. Нет стандартного комплектного набора по нашим районным больницам. Поэтому в зависимости от потребности оно было распределено. Например, аппарат рентгена в Чедерлунгу, фиброколоноскоп в Камрад и так далее. То есть свое оборудование получат и Вулканешты. Только по потребности в диагностическом оборудовании, по оснащению. Соответственно, если аппарат рентгена в какой-то клинике есть, мы туда его не распределяли, дали в ту клинику, в которой нету. Это основной критерий, второй критерий, который лежал в основе распределения всего гуманитарного груза. Соответственно, и слуховые аппараты, и инвалидные коляски. Для их правильного распределения, как мы и говорили, 2 недели назад мы их уже получили, и с того момента запустили работу по сбору заявок. Жители, которые нуждаются, подавали заявки в управление здравоохранения или через социальных ассистентов, или через примарии, допускались различные способы подачи заявок. К ним прилагались обязательно свидетельства от врачей, то есть справки от врачей о потребности, потому что и слуховые аппараты есть разные модели, разного размера, и инвалидные коляски, соответственно, они тоже разного размера, бывают детские и взрослые. И по потребностям все это и распространялось. Тоже как слуховые, так и инвалидные практически охватят многие населенные пункты Гагаузии. Основной принцип, критерий – это потребность, который использовался в основании. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Я думаю, что интригу мы создали, сумму услышим все завтра, поэтому завтра всех приглашаем, в том числе и журналистов. Завтра в 10 часов, еще раз повторюсь, все 26 примарий населенные пункты приедут на площадь муниципии Камрад для получения своих погрузчиков. Погрузчики распределены. Абсолютно все примары сел приезжают со своим спецтранспортом, чтобы сразу увозить все с помощью. То есть после официального вручения ничего не остается на территории площади и на территории складов. Все сразу же будет распределено для пользования в пункты назначения. Поэтому такое мероприятие массовое редко для Гагаузии, поэтому мы думаем, что будет все красиво, организовано и четко.